ближайшие несколько минут о событиях в стране и за ее пределами. Меня зовут Вера Захарчук. Доброе утро. Власти Австралии проводят эвакуацию нескольких тысяч жителей штата Квинсленд на северо-востоке страны из-за приближения циклона Дебби. Людей на автобусах перевозят из прибрежного города Эр и соседнего Хоум-Хилл в специальные убежища. Закрылось больше сотни школ и других образовательных учреждений. Ожидается, что уже сегодня циклон усилится до 4-й категории, а порывы ветра будут достигать 300 км в час. Известно, что жертвой непогоды уже стал один человек. Он погиб в результате ДТП из-за сильного ветра. Еще 2 пострадали. По данным метеорологов, по своей разрушительной силе Дебби может сравниться с циклоном Яси 2011 года. Тогда было разрушено несколько сотен домов, некоторые поселки оказались отрезаны от окружающего мира, а экономический ущерб составил больше $3,5 миллиардов. До этого я сталкивался не раз с циклонами, но этот заставляет меня нервничать. Он направляется прямо на нас. Кроме того, циклон усиливается с огромной скоростью. Я уже собрал все необходимое. Пережду непогоду в безопасном месте. В Берлине автомобиль протаранил группу участников велогонок. Пострадали 5 человек, в том числе судья. 3 из них получили черепно-мозговые травмы, оставшиеся 2 потеряли сознание. На место происшествия прибыли 4 машины скорой помощи. Инцидент произошел в районе Ванза, на юго-западе немецкой столицы. Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай. Причина неизвестна, начато расследование. Отмечу, авария произошла во время весенней велогонки, которую организует велосипедный спортивный клуб Шарлоттенбурга, основанный еще в 1883 году. Суд египетской провинции Эль-Бухейра приговорил 56 человек по обвинению в причастности к гибели 203 мигрантов в Средиземном море осенью 2016 года. Обвиняемым были назначены сроки заключения от 3 до 10 лет. Следствие выяснило, что подсудимые занимались незаконной переправкой людей в Европу. Преступники свозили к побережью мигрантов, затем отправляли по Средиземному морю в Европу. С одного человека за эти услуги они брали около $2000. Между тем, одно из таких путешествий закончилось трагедией. Одна из лодок с вынужденными переселенцами затонула в районе египетского городка Рашид, что привело к массовой гибели людей. Власти Ирака расследуют сообщения о массовой гибели гражданских лиц в Мосуле. Ранее в СМИ появилась информация, что в результате авиаудара сил коалиции во главе США под руинами одного из домов погиб 61 человек. Между тем, по данным иракских военных, дом занимали боевики ТИГИЛ. В качестве живого щита они использовали мирных жителей, которых согнали в подвал и заминировали его. Представители международной коалиции, в свою очередь, утверждают, что хотя по району, где расположено здание, наносились авиаудары, оно было разрушено не в результате действий авиации. В последние дни из Мосула поступали сообщения, что авиаудары по позициям ТИГИЛ приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Так, по информации курдского телеканала «Руда», более 200 человек погибли в четверг при бомбардировке в районе Аль-Джадида. Тем не менее, такие сообщения пока не подтверждались. Осмотр корпуса затонувшего в 2014 году в Южной Корее пассажирского парома «Севоль» не выявил признаков столкновения судна с подводным объектом, что являлось одной из версий причин кораблекрушения. В ночь субботы на воскресенье судно удалось полностью поднять из воды и поместить на полупогруженный буксир для его отправки в порт Мокпхо. Специалисты должны будут откачать с парома остатки топлива и морскую воду. Ожидается, что судно будет доставлено в порт 29 марта. Напомню, «Севоль» затонул 3 года назад. Жертвами трагедии стали 295 человек, 250 из них школьники от 15 до 19 лет. Тела 9 человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 пассажиров. Впервые в истории главой администрации Гонконга избрана женщина. Руководителя специального административного района Китая избирал комитет из 1200 человек. В ходе состоявшихся в воскресенье выборов Кэрри Лам уже в первом туре заручилась голосами 777 членов избирательной комиссии, в то время как ее ближайший соперник Джон Санг набрал всего 365. Отмечу, для победы на выборах достаточно было набрать более 600 голосов. Гонконг, бывшая британская колония, вернулся под управление Китая в 1997 году при условии высокой степени автономии.
теперь о событиях в нашей стране. В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области увеличивается количество сельхозкооперативов. На сегодняшний день в регионе работают 13 животноводческих объединений. Из них большая часть относится к мясной отрасли. До конца года будут созданы еще 20 таких организаций, отмечают в местном акимате. В этом направлении активно работает специально созданная группа, которая еженедельно объезжает сельские округа и разъясняет населению о пользе объединений мелких хозяйств. У нас много мелких хозяйств, а как вы знаете, в наше время работать одному очень трудно. Поэтому необходимо объединяться в крупные кооперативы. Для этого создаются все условия со стороны государства. В частности, будут выдаваться субсидии для развития животноводства. Животноводные Алматинской области намерены экспортировать мясо крупного рогатого скота в Китай. Сейчас в Балхашском районе работает 2 крупных откормочных комплекса мощностью 5000 голов. Они представляют собой закрытый цикл производства и обеспечивают мясной продукцией Алматы и область. Сейчас появилась возможность расширить географию поставок. Наши корреспонденты побывали на одном из комплексов. Гульнар Жантасова расскажет подробнее. Откормочный комплекс построен в селе Ахдала. Он введен в эксплуатацию 4 года назад. Здесь содержится 5000 голов крупного рогатого скота. Предпочтение отдается в основном казахской белоголовой, а также породам Ангус и Санта-Гертруда. По словам специалистов, при хорошем уходе каждый бычок дает привес до 1 килограмма в сутки и буквально через 4-5 месяцев готов к забою. Мясо животных в основном поставляется на рынки и супермаркеты Алматы и Алматинской области. Сейчас появилась возможность экспортировать мясную продукцию. Спрос очень хороший. Никогда на спрос, в общем-то, жалоб у нас не было. Не испытывали трудности по сбыту мяса и мясных продуктов. В ближайшее время удастся нам осуществить экспорт мяса. Ближнее зарубежье, например, СНГ и Китайская Народная Республика. Закупается скот на откорм и у местного населения. Комплекс разбит на несколько блоков. К примеру, в этом откармливается около 200 голов бычков породы Ангус. Договор на продажу заключен задолго до того, как скот наберет нужную для реализации массу. В среднем в сутки мы можем забить до 120 голов скота. Такую возможность нам обеспечивают холодильники и оборудование. Здесь работает 15 человек. Процесс полностью автоматизированный и безотходный. Сейчас в зависимости от заказов мы забиваем до 50 голов скота в сутки. Общий потенциал этого комплекса вдвое больше. В этой связи здесь намерены наращивать темпы производства. Также ведется тесная работа по обмену опытом с коллегами из-за рубежа. В целом же в Балхашском районе сегодня насчитывается почти 100 тысяч голов крупного рогатого скота. Работает еще один откормочный комплекс на 5000 голов КРС в селе Миялы. С этого года в районе началась работа по созданию сети сельских кооперативов по содержанию и откорму мясной породы скота. В этом году на поддержку сферы животноводства нашему району выделили более 600 миллионов тенге. Очень много желающих объединиться в кооперативы по откорму скота. Сейчас уже основано такое объединение в селе Бахбахта. 23 подворья создали сельхозкооператив. Получили кредит на сумму 40 миллионов тенге. В ближайшие год-два в Алматинской области объединят в кооперативы более полумиллиона малых фермерских и домашних хозяйств. Создадут 600 семейных ферм и откормочных площадок. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. 500 миллиарда тенге потратят в этом году власти Уральска на благоустройство дворовых территорий. Деньги выделены на строительство подъездных путей, детских площадок и освещение в 17 дворах. В ближайшие недели планируется провести 4 субботника, в рамках которых уберут мусор, приведут в порядок фасады домов и высадят деревья. На озеленение областного центра направят 140 миллионов тенге, закупят 10 тысяч саженцев. К слову, за нарушение правил благоустройства в прошлом году предупреждения получили более 1000 уральцев. Их обязали выплатить штрафы почти на 1,5 миллиона тенге. За порядком и безопасностью на улицах помогут проследить и 200 новых камер видеонаблюдения. Нами разрабатывается 29 проектно-сметной документаций на благоустройство дворовых территорий. После получения положительного заключения экспертизы нами будет отправляться бюджетная заявка на выделение финансовых средств. Также производится разработка ПСД на устройство детских игровых площадок, также спортивных площадок на 32 дворовых территориях. Зеленую энергетику активно развивают в Жамбылской области. Только в прошлом году ветровая электростанция Курдайского района произвела почти 160 миллионов киловатт-часов электроэнергии. А в ближайшее время заработают ветроустановки общей мощностью 99 мегаватт. О действующих и перспективных ветроэлектростанциях расскажет моя коллега Анастасия Сулейманова.
Эти гиганты видны издалека. Высота мачты достигает 90 метров, а общий вес с лопастями составляет порядка 10 тонн. Расположенные в 40 километрах от поселка Кордай генераторы – лишь часть ветрового парка. Вклад в общий электробаланс страны вносят сразу две отечественные компании. Наши ветростанции в количестве 40 штук, значит, 21 штука по 1 мегаватту и 17 штук по 1,65 мегаватт. Незначительно в какой-то мере снижаем проблему дефицита электроэнергии, как на районном, так и региональном уровне. Мы этим самым снижаем проблему импорта электроэнергии. Генераторы немецкой компании начинают вырабатывать электроэнергию при скорости ветра 4 метра в секунду. Работа ведется в автоматическом режиме, а управление и вовсе дистанционное. Когда заходим в башню, перед нами стоит самое главное – это монитор. На дисплее показана дата, сегодняшнее число, мощность, скорость ветра и обороты генератора и ротора. Так как у нас вот стоит система ОК, все хорошо, нормально работает, турбина полностью исправна. При полной нагрузке они суммарно могут вырабатывать до 40 мегаватт-часов, но это при условии максимального ветра. Скорость ветра она колеблется, в среднем где-то порядка 20-19 мегаватт-часов. Приблизительно средняя выработка электроэнергии производится на перевале Кордай ветровыми электроустановками. Установленная мощность Кордайской ВЭС составляет более 50 мегаватт. Выработка электроэнергии зависит от силы ветра. Но даже при его отсутствии специалисты не сидят без дела. Они проводят профилактическую работу, добавляют гидравлическое масло и проверяют контактные соединения. В ближайшее время на перевале Кордай планируют установить ветроустановки общей мощностью в 99 мегаватт. Уже получены технические условия на их подключение. Идет согласование на право реализации электроэнергии через расчетно-финансовый центр при КИГОК. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар 24. Встречу поколений провели в Департаменте внутренних дел Павлодарской области. Полицейские пригласили к себе ветеранов МВД и труда, показали им боевую технику и амуницию, имеющуюся на вооружении полиции. В свою очередь, гости напутствовали молодое поколение стражей порядка на доблестную службу. В этом году казахстанская полиция отмечает 25 лет со дня образования. Прошла целая эпоха, но неизменными остались традиции. Стражи порядка продолжают дело своих старших наставников. Генерал-майор юстиции Тимирхан Дуабеков боролся с преступностью еще на заре независимости. Вспоминает, как тяжко тогда приходилось на службе. Говорит, сейчас положение дел в полиции изменилось в корне. Значительно улучшилось техническое оснащение, поэтому и бороться с преступностью становится легче. Но я должна говорить, что и преступники ведь другого плана стали. Они квалифицируются, у них не меньше техника у ярых преступников, чем у нас. Но преступников задерживают буквально по горячим следам. В центре оперативного управления весь город как на ладони. Камеры отслеживают практически все потенциально опасные участки. Сотрудники ЦОУ могут координировать работу полицейских патрулей в режиме реального времени. Ежедневно мы раскрываем более 5-6 преступлений за сутки, административных правонарушений более 300-400 административных правонарушений. Это окурки по статье 434 «Выброс мусора». Ветераны вспомнили и боевую молодость. Многие из них увидели себя на фотографиях в Музее славы. Эти реликвии хранят историю ушедших лет. Как становилась павлодарская полиция, какие люди поднимали престиж этой нелегкой профессии. Мы сегодня имели возможность прикоснуться к прошлому и увидеть будущее нашей полиции. Лично меня впечатлила новая спецтехника и вооружение, многое из которого еще даже не использовалось. Я желаю, чтобы и дальше полицейским не пришлось брать это оружие в руки. Пусть будет мир и спокойствие в нашей стране. В хранилище Музея славы теперь будет книга о казахстанских героях Великой Отечественной войны. Подарок от ветеранов, как назидание от старшего поколения. Ербул Абишев, Арман Якубов, Алексей Мельницкий. Из Павлодара, Хабар 24. К данному часу это пока все новости. Легкого вам понедельника.